Здравствуйте, в эфире «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Размышления о событиях прошедшей недели в ближайшие полчаса. И сегодня в выпуске оттенки несвободы по версии Freedom House и американские горки в международной политике. Специальный гость нашего эфира сегодня экономист Владислав Иноземцев. Это программа «Настоящее время. Итоги». На этой неделе организация Freedom House представила свой ежегодный отчет «Свобода в мире-2017». Россия и большая часть постсоветских стран отправлены исследователями в фиолетовую, несвободную зону. Соединенные Штаты по-прежнему в зеленой, свободной. Но в этом году к цветовой трактовке доклада добавились оттенки и полутона. Современные характеристики свободы и несвободы становятся все менее однозначными. Вкратце об этом Андрей Деркач. В этом году авторы отчета отмечают ухудшение состояния дел с политическими правами и гражданскими свободами во всех регионах. Из 197 анализируемых стран только 87 были помещены в категорию абсолютно свободных. 49 государств были признаны несвободными. Обеспокоенность авторов вызывают даже традиционно демократические страны, такие как Великобритания, Франция и Германия, где к власти пришли националистические и популистские партии. К числу стран, за которыми авторы доклада рекомендуют пристально наблюдать, отнесены Чехия с ее предстоящими в октябре выборами, Дания с ужесточающимся миграционным законодательством, Эквадор и Кыргызстан с грядущими в 2017 году президентскими выборами, а также Ирак, Филиппины, Южная Африка, Танзания и Зимбабве. Примечательно, что в этот ряд встали и Соединенные Штаты. По мнению авторов отчета, президентская кампания Дональда Трампа оставила много вопросов относительно того, как новая администрация будет поддерживать гражданские права жителей США. Россия и многие другие постсоветские страны, как и в предыдущие годы, прочно осели в несвободной части рейтинга. Рассказывал Андрей Деркач о том, как Соединенные Штаты дошли до особого места в докладе Freedom House. Я спросила аналитика Freedom House Елену Агикян. Итак, Лена, Америка в достаточно необычном качестве фигурирует в новом докладе. Что случилось, почему? Понятно, да. Ну, Америка, да, у нас в рейтинговой системе еще вот свободная страна, но с уже несколько лет, что очень много ухудшений. А теперь ситуация необычная. Вот Дональд Трамп, у него взгляды на внешнюю политику существенно отличается от общепринятых. И это поднимает вопросы о будущей роли страны в мире и о демократии в Америке тоже. Тревога о том, что США вот отойдет от своей роли поддержки к демократии и останется пустота. И еще политика Трампа вызывает обеспокоенность по поводу защиты демократических норм вот здесь, которые вот приняты в странах западного мира. Это выборы, свобода прессы и баланс в правительстве. Так что мы очень волнуемся. Лен, ну вот традиционно Россия была в этих докладах своеобразным мальчишом-плохишом. Особо в ситуации в России в этом году ничего не изменилось, но ее в этом ряду потеснили другие страны Евразии. Расскажите о них, пожалуйста. Да, конечно. Да, у России рейтинг не свободный. Немножко ухудшение было в прошлом году, но мы просто видим, что в России вот режим авторитарный, и власть очень сосредоточена в руках президента. И с лояльными силами безопасности и подчиненной судебной системой Путин способен вот просто уменьшать пространство для оппозиции и для критических голосов. Но Евразия, да, но это Россия не самый сложный случай в Евразии. Евразия остается вот единственным регионом в мире, в котором нет стран, признанных free или вот свободным рейтингом в нашем отчете. И вот регион фактически разделен между несколькими странами более демократными, более ориентированными на Европу, и вот костяком остальных стран с жесткими авторитарными режимами. Вот это Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и даже Узбекистан. Кыргызстан не самый худший случай, но вот в этом году мы видели, что даже власти Кыргызстана входят в ряд авторитарных лидеров. Спасибо, Елена. Я напоминаю, что Елена Агикян была в нашем эфире.
Стоит отметить, что взаимодействие целого ряда стран в докладе Freedom House характеризуется как популистско-авторитарная ось. В этом контексте, в частности, говорится о связях политиков-популистов в Нидерландах, Франции, Италии, Британии и Австрии с Россией. Отмечается также, что искушение популизмом не выдержала и Америка. И о вращении стран и людей вокруг новой оси мы говорим сегодня с экономистом, стипендиатом программы Австрийского фонда Маршалла в университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне Владиславом Иноземцевым. Владислав, не в первый раз вы в нашем эфире, а тем по-прежнему очень много. Поэтому давайте вот начнем с заявленного и пройдемся по осям, о которых сейчас шла речь. Ну вот на ваш взгляд, вот эта авторитаристская популистская ось, о которой говорят сегодня исследователи, может быть новой формой, форматом, может быть, в рамках которого будут решаться вопросы международной политики? Ну, может быть, конечно, но это дело достаточно далекого будущего, потому что все-таки сейчас эта ось очевидным образом еще отсутствует. Мы видим ряд государств, в которых у власти находятся вот такого рода лидеры. У нас Россия, безусловно, в какой-то мере можно говорить, допустим, если говорить немножко в правую сторону, там Венгрия, если говорить более левую, Греция. Вот. Идея о том, что популизм это очень мощное оружие в современной политике, это абсолютно верная идея. Она была замечена достаточно давно, и в последние, я бы сказал, 10-20 лет такого рода политические силы только увеличивают свою популярность. Если мы посмотрим там Ле Пена в 2002 году и Марин Ле Пен сейчас, это очень четкий и явный прогресс. Поэтому я думаю, что если действительно в ряде стран Европы как сказать, такие несистемные движения придут к власти, что, на мой взгляд, еще пока маловероятно. Да, возможно, что здесь возникнет какая-то серьезная ось, как вы говорите. Пока я бы сказал, что это только желание, в том числе и господина Путина. Вот, но возникнет ли она и каким будут взаимоотношения внутри этой оси, это, конечно, большой вопрос. Ну вот если продолжать говорить о событиях последней недели и продолжать в контексте этих определений, которые мы даем. Вот в выходные политик, которого называют авторитарным, Владимир Путин, говорил по телефону с политиком, которого сегодня называют популистом, Дональдом Трампом, президентом Соединенных Штатов. Ну вот обсуждали сотрудничество, как сообщается, по борьбе с терроризмом, ну а о санкциях США против России либо не говорили, либо не сообщили об этом широкой публике, но и вот уже в середине недели стало известно, что Минфин США разрешил американским компаниям взаимодействие с российским ФСБ, необходимым для получения лицензии и разрешений на экспорт ряда продуктов в России. Вот я хочу услышать ваше мнение на этот счет. Это первая ласточка, знак того, что все-таки говорили о санкциях, и все-таки есть потенциал того, что санкции против России и США снимут. Не сложно сказать. Смотрите, во-первых, что касается того, является Трамп популистом, наверное, он является по тому, как он вел свою предвыборную кампанию. Но если прямые аналогии в стиле правления между Трампом и Путиным, я не вполне уверен. Честно говоря, доклад Freedom House относительно того, что в Америке находится под угрозой свободы прессы и демократии, кажется мне в данном случае немножко сбегающим вперед. И даже сказать, сильно сбегающим вперед. Об этом мы еще поговорим. Что касается санкций, я думаю, что желание Трампа снять очень маленькую часть этих санкций, даже, по сути дела, санкции, введенные, насколько я помню, в самых последних числах декабря и в начале января президентом Обамой, относительно того, что нельзя контактировать там с рядом российских организаций, когда попадает в этот ряд ФСБ, оказывается, что все американские информационные компании, поставляющие услуги мобильной связи, оборудование для компьютерной техники и так далее, по сути, лишается возможности работать в России, потому что необходима сертификация из структур, которые относятся в ведение ФСБ. Я думаю, что это просто было понимание того, что, с одной стороны, желание убрать одно из самых простых, просто убираемых решений Обамы, а с другой стороны, действительно определенный прессинг стороны бизнеса, который получил серьезные проблемы для ведения бизнеса в России. Ну вот, раз уж вы заговорили о докладе, о том, что у вас какие-то сомнения по поводу этих выводов, я хочу услышать. Нет, я просто хочу сказать, что в данном случае я бы, я не знаю, когда там Соединенные Штаты проходят на одном уровне вместе с Киргизстаном и так далее, честно говоря, это вызывает большие сомнения, потому что, что бы мы ни говорили, вот давайте, если говорить чисто о фактах, предвыборная кампания 2016 года в Соединенных Штатах была, безусловно, популистская, она была иногда грязная и так далее, но она ни в коем случае не ущемляла свободу прессы, пресса писала о ком угодно, что угодно, сливала любую информацию, она прошла в полном соответствии с Конституцией, не было найдено ни одной проблемы вмешательства в подсчет голосов, и в итоге, несмотря на все противоречия, президент был приведен к присяге в день и час, как это делается в Соединенных Штатах на протяжении почти 6 столетий. Поэтому
Я бы ни в коем случае не сказал, что здесь пока есть какие-то серьезные опасения, серьезные основания для опасений в антидемократизме системы. Ну да, там получается, что эти страны стоят в одном ряду в 2017 году как страны, за которыми стоит наблюдать с обеспокоенностью, скажем так. Я не вижу пока, что здесь в Америке может вызывать беспокойность. Да, есть разные точки зрения. Трамп сумел провести очень удачную предвыборную кампанию. Он очень четко учел особенности американского избирательного законодательства и выиграл ее. Но в данном случае, я думаю, демократам нужно делать выводы, а не пытаться, так сказать, обливать человека грязью. Давайте посмотрим, что будет дальше. Хорошо, давайте теперь о политике нового президента и вернемся немножко к России. На ваш взгляд, является ли Россия предметом, из-за которого Дональд Трамп может вступить в какую-то конфронтацию с Конгрессом, если точки зрения не будут совпадать? Знаете, я думаю, что может. Здесь складывается интересная картина, пока у нового президента выстраиваются довольно сложные отношения с внешним миром. Мы видели и конфликт с мексиканским президентом, и очень неоднозначный разговор с премьер-министром Австралии, и попытки начинать какие-то жесткие движения там, с расширением санкций против ряда стран. Мне кажется, что на этом фоне, если Москва будет какое-то время занимать выжидательную позицию, то вполне может казаться таким образом, что у Трампа возникнет объективное желание и еще больше необходимость улучшать отношения с Москвой, чтобы показывать, что хоть где-то он может что-то добиться в плане нормальных, конструктивных двусторонних отношений. Поэтому я думаю, что пока Кремль ведет себя очень правильно, и в данном случае у Трампа возникнет потребность взаимодействия. Что касается того, на что он может пойти, я думаю, это будет зависеть исключительно от того, что будет стоять на кону в переговорах с Москвой. Если будет обсуждаться, там, условно говоря, борьба, какая-то наземная операция в Сирии, борьба с терроризмом в Йемене или еще где-то, нет. Я думаю, что вот это не проблема для Трампа, для которых бы он стал конфронтировать с Конгрессом. Я думаю, что у Трампа есть очень четкая позиция. Эта позиция сводится к разрыву или, скажем так, преодолению зависимости, которая стала довольно существенной от Китая. И в этом отношении Россия рассматривается сегодня исключительно, на мой взгляд, не как там страна, которая дестабилизирует Украину, не как страна, которая вместо на Ближний Восток, а как страна, большая, серьезная держава, которая сейчас ищет и нашла союз в отношении с Китаем. Я думаю, что Трамп будет рассматривать Россию как именно в этом контексте. Можно ли оторвать от Китая или нет? И в этой связи будут стоять вопросы, что можно получить. Но можно Россию оторвать от Китая? Мне кажется, что вряд ли. То есть мне кажется, что вряд ли, но я абсолютно убежден, что Трамп попробует. И здесь могут быть выставлены достаточно серьезные козыри и аргументы со стороны Соединенных Штатов. Если же это не получится, то я, честно говоря, не очень понимаю, в чем предмет разговора. Несмотря на то, что президент заявил о необходимости разгромить ISIS, исламское государство, за несколько недель или месяцев, мне кажется, очень быстро он поймет, что это невозможно. И в данном случае спасать разваливающую Сирию совместно с Россией или пытаться навести какой-то порядок в Ираке совместно с курдами, я не думаю, что это вещь, которая будет занимать его дольше нескольких месяцев. Поэтому это не предмет переговоров. То, что Путин хочет положить на стол, там, наземную операцию в Сирии, еще что-то, я думаю, что администрацию это не заинтересует. Ну вот это продолжая, интересная все-таки эта тема, потому что Дональд Трамп, он человек бизнеса, а в бизнесе, одно из главных умений – это заключать сделки, договариваться, к чему-то приходить. Вот на ваш взгляд, это умение как-то будет экстраполироваться в международную политику, и какие сделки будут заключаться, если это можно предвидеть? Наверняка будет. Собственно говоря, то, что мы видели с Мексикой, была попытка сделать эту сделку. То есть, по сути дела, мексиканцам было сказано, что, друзья, мы оставляем прежний торговый режим, но вы разбираетесь с миграцией. Мы не увеличиваем пошлины на мексиканские товары, мы не выходим из нафты, но вы каким-то образом, либо платите, либо не платите, либо, может, это было сделано для красного словца, но так или иначе мы строим эту стену, вы не возражаете, а дальше мы рассматриваем наши отношения. Мексиканцы отказались, как мы понимаем. Эта сделка не сработала. Я думаю, что в каждом случае будут рассматриваться другие предложения. То есть Трамп будет предлагать какие-то варианты. Да? Наверняка то, что мы увидим в отношениях Америки и Китая, опять-таки, повторю, тоже будет аналогом какой-то сделки. То есть это не будет просто порвать все отношения и закончить. Нет, безусловно, будет какая-то попытка пересмотреть существующий режим,
предложить некий другой. Каким он будет, посмотрим. Ну вот, а если попытаться оценить этот стиль лидерства, который мы сейчас видим в первую неделю, ведь в первую неделю было принято много решений, сделано много заявлений, которые и здесь, в стране, и за рубежами были некоторыми встречены в штыки. И вот это сейчас как бы отделяет Дональда Трампа от имиджа вот этого политика-популиста и переводит ли его в категорию решительных автократов, скажем так. Ну, посмотрим. Собственно говоря, пока мы видели только из решения, если я ни в чем не путаю, мы видели только решение по ужесточению миграции. Опять-таки, президент подчеркивает неоднократно, что эти решения не изменяют американских законов, а, собственно говоря, лишь создают условия для их неукоснительного исполнения. И на самом деле я тоже не вижу здесь никаких проблем для паники или истерики. Это действительно, на мой взгляд, разумные вещи, потому что терпеть на протяжении десятилетий, когда в стране живут 10 миллионов нелегалов, не очень правильно на самом деле. Это, в любом случае, это сильным образом подрывает желание законопослушных граждан действовать по закону, если вы понимаете, насколько легко можно обойти. Я думаю, что, собственно, в этом нет ничего страшного. И иммиграция в Америку не закончится, она продолжится, и американское общество требует дальнейшего притока населения. Просто вопрос заключается в том, что общество, которое принимает в себе новых граждан, и новых жителей, оно имеет абсолютно полное право решать, кого принимать, а кого нет, и как это организовывать. Я не вижу в этом ничего нарушающего какие-то права человека. Вот. Что касается других решений, мы пока их не видели. Мы не видели решений по налогам. Да, мы видели решение, допустим, о отмене запрета на строительство нескольких трубопроводов, что я полностью поддерживаю. Потому что мне кажется, что американское, опять-таки, то же самое, что с миграцией, американское законодательство в сфере охраны окружающей среды очень жесткое. И если, не дай бог, где-нибудь там на землях индейских резерваций, в долине какой-то реки порвет этот нефтепровод, то компания заплатит такие же штрафы, какие, мы помним, платила BP в Мексиканском заливе. И это абсолютно правильно. Но почему из-за этого нельзя строить новых объектов, мне было всегда было непонятно. Поэтому я думаю, что пока его решения, они, в общем-то, я ничего не против них, они довольно разумны. Что будет происходить на внешнеполитической арене, как нравится в отношении с Европой, как пойдет его визит, Европу через пару месяцев мы увидим. Но пока, да, этот стиль лидерства, который, собственно говоря, отражает то, какая страна находится за Трампом. То есть он реально представляет страну, которая является сегодня самой мощной экономикой в мире, очень серьезной и главной военной силой, и он, собственно говоря, не понимает, почему он должен вести себя иначе. И в какой-то мере это, наверное, естественно. Ну вот еще немного про международную политику. На этой неделе Дональд Трамп продолжил коммуницировать с публикой в Твиттере, провел ряд переговоров с лидерами иностранных держав по телефону, а также выступил на молитвенном завтраке. Это ежегодное мероприятие в Белом доме, в котором принимает участие более 3000 человек. И вот одна из фраз, которая привлекла особое внимание наблюдателей. Мир в беде, но мы это исправим. Понятно? Это то, что я делаю. Решаю проблемы. Мы все решим. Поверьте мне, когда вы слышите о моих жестких телефонных разговорах в последнее время, не беспокойтесь. Просто не беспокойтесь. Пришло время для того, чтобы мы стали пожестче. Почти каждая страна в мире воспользовалась нашей мягкостью в своих интересах. Больше этого не будет происходить. Вот заявление Дональда Трампа мы сейчас послушали. Владислав, жесткие телефонные звонки – это про разговор с премьер-министром Австралии, и Дональд Трамп был недоволен тем соглашением, которое было ранее заключено по притоку мигрантов, по принятию мигрантов Соединенными Штатами. Но вот были еще твиты об Иране, и мы знаем, что иранская ситуация сейчас развивается, в общем, достаточно неожиданно отчасти, потому что Белый дом отправил Тегерану официальное предупреждение в ответ на запуск баллистической ракеты. Тегеран сказал, что он намерен это игнорировать и продолжать все в том же роде. Но вот в контексте всех этих шагов риторику и позицию Белого дома называют жесткой и иногда даже конфронтационной. А вот на ваш взгляд, это может перейти из такой риторической конфронтации в конфронтацию в реальном, в конфронтацию на земле, скажем так, поскольку вот Дональд Трамп не исключил даже военные операции против Ирана? Мне сложно судить, я не специалист по Ближнему Востоку, но мне кажется, конечно, что, мне, естественно, никому из нас не хотелось бы, чтобы эти демарши переходили в какую-то реальную, тем более военную конфронтацию, столкновение. Мне кажется, что пока президент рассматривает, пытается оценить, насколько его слова будут действенны. Я думаю, это продлится еще несколько месяцев. Если реально где-то возникнет серьезные попытки
противостоять этому подходу, возможно, мы перейдем к какому-то следующему этапу. Но пока я не вижу вот какой-то резкой, немедленной угрозы для конфронтации с кем бы то ни было. Пока мир и президент присматриваются друг к другу. Я думаю, это займет какое-то время. А вот то, что касается очень интересной динамики отношений с партнерами, да, вот Австралия в данном случае, ну и многие не понимают то, как Америка будет простраивать отношения с теми, кто изначально считался, ну, просто неоспоримыми партнерами и друзьями. Я думаю, сейчас люди будут пытаться выяснить это. Посмотрите, по-моему, вчера министр иностранных дел Германии, только что вступивший в должность, уже был здесь. Уже была госпожа Мэй, и я думаю, что контакты на достаточно высоком дипломатическом уровне в ближайшие месяцы будут исключительно интенсивны. К моменту поездки президента Европы, я думаю, что они будут проведены фактически со всеми прежними союзниками. Я думаю, что мы увидим очень серьезное сближение с Японией, которая нужна на Дальнем Востоке. Я думаю, что мы увидим еще более укрепление связи с Великобританией. Я думаю, в каждом регионе мира Соединенные Штаты будут сейчас искать ключевого партнера. Они будут меньше говорить с организациями, типа Брюсселя и Европейского Союза, может быть, меньше говорить с НАТО, но ключевые партнеры, такие точки опоры в каждом регионе мира будут очень быстро найдены. А эта тактика, на ваш взгляд, может стать успешной? Посмотрим. Я думаю, что на сегодняшний день мы видели, по крайней мере, что другие варианты были достаточно разочаровывающими в последние годы. И вы говорите о поездке Дональда Трампа в Европу, это будет Мюнхен, правильно? Это будет конференция по безопасности в Мюнхене, говорят, что он там даже может встретиться с Владимиром Путиным. Ну, я не знаю, но обычно американский президент делает такую знакомительную поездку по Европе. Она не ограничивается одним местом, да, это бывает обычно в районе 100-го дня президентства. Поэтому я думаю, что там будет много встреч, и вот после этого мы можем уже говорить о неком новом внешнеполитическом курсе. Ну, а вот вероятность того, что будет встреча, и высока. То, что будет что-то еще проговорено, как вы думаете, что могут проговорить? Вот это я не знаю, я думаю, что на самом деле сейчас Владимир Владимирович готов слушать, потому что мне кажется, что предложения будут исходить не столько от него, потому что вся российская повестка дня, она давно известна. То есть, что Россия хочет? Признание Крыма, какого-то свободы рук на Украине, какого-то взаимодействия с признанием ее великого статуса на Ближнем Востоке. Вот, собственно, все, что она может предложить. Больше ничего нет. Экономического сотрудничества нет, каких-то серьезных действий на Тихом океане, которые для Америки критически важны, мы тоже не можем предложить. Поэтому я думаю, что карты Москвы, они давно открыты. Что касается предложений Трампа, я думаю, что сейчас более всего в Москве ждут именно их. Ну и вот вы сказали о том, чего ждет Россия. Сейчас противоречивые мнения высказываются по поводу того, что будет с Крымом. И вот буквально накануне представитель США в ООН сказала, что санкции не снимут до тех пор, пока Крым не вернется в Украину. Я знаю, что у вас позиция на эту тему, Ну, слушайте, я не то, что считаю, что их надо снимать. Моя позиция заключается в том, что пока не будет большой серьезной личной встречи, вообще непонятно, что думает сам президент. Он на эту тему высказывался очень редко и очень абстрактно. Это мы Трампа имеем в виду. Трампа имеем в виду, да, безусловно. То есть, да, конечно, в ООН, тем более сейчас будет обсуждение по обострению конфликта на Донбассе, естественно, американский представитель будет говорить приблизительно то же самое, что говорили и прежние представители, потому что курс должен продолжаться. Естественно, что европейцы будут транслировать Трампу свою собственную позицию, которая не изменилась. Но мне кажется все-таки, что какие-либо предположения о дальнейших шагах до большой встречи, они преждевременны. Спасибо вам большое, Владислав. Как всегда, очень интересно было послушать ваш анализ. Специальным гостем нашей программы был сегодня экономист, стипендиат программы Австрийского фонда Маршалла в университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне Владислав Иноземцев. И мы подводили итоги первой недели февраля. Дальше больше смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете на Current Time TV. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго.